Здравствуйте, это «Вести интервью», я Ирина Ромадова. Традиционно в мае театр оперы и балета отмечает свой день рождения. Сегодня мой гость – художественный руководитель этого самого театра Сергей Яковлевич Киц. Здравствуйте, Сергей Яковлевич. Здравствуйте. Чем будете удивлять зрителей? Будут ли какие-то особенные концерты или постановки в рамках дня рождения? В рамках дня рождения у нас будет 3 концерта. Надо сказать, что ведь мы в мае отмечаем день рождения не только театра, у нас еще в мае отмечается день рождения оркестра и день рождения балета театра. Поэтому будет 3 дня рождения. Будет большой симфонический концерт, будет Пятипа-гала в день рождения балета, поскольку это новая премьера и очень интересный вечер одноактных балетов, мы решили, что именно этой постановкой интересно отметить день рождения. Тем более не все зрители увидели это на балетном Я фестивале. думаю, да, не все могли это увидеть, а те, кто увидели, думаю, получили удовольствие и, может, захотят еще раз это посмотреть. Тем более, что надо понимать, что любая постановка, балетная или оперная, или в данном случае говорим о балете, она живая, потому что там меняются солисты. Сегодня ту или иную партию исполняет кто-то новый из труппы. Потом на фестивале у нас были приглашенные солисты из Франции и исполняли Пахиту, которая шла в Пятипа-гала. Здесь целиком полностью будет исполнять наша балетная труппа, и зритель сможет увидеть во всей красе именно наших артистов. И венчает этот такой, можно сказать, мини-фестиваль из дней рождения. Это день рождения нашего театра. Это будет большой оперный концерт, в котором уже можно будет услышать и не только искусство оркестра, но еще и искусство наших прекрасных вокалистов и нашего хора. Я так понимаю, дни рождения не юбилейные, да? В связи с чем тогда такое, скажем так, широкое празднование? Это не то чтобы широкое празднование, это повод, во-первых, лишний раз подвести какую-то черту под те достижения, которые были сделаны, ведь каждый год приносит что-то новое. Это лишний раз напомнить себе, что мы уже находимся в таком возрасте, уже не творческого детства, а это где-то конец творческой молодости, начало творческой зрелости. Просто где-то проверите себя на какую-то прочность, на какие-то творческие идеи. И потом, ведь это очень хорошая традиция праздновать день рождения. Она есть у всех у нас. Я думаю, что театр, как живой организм, и его коллективы, составляющие его коллективы, они имеют право на такое же празднование, такого же прекрасного праздника, прекрасной даты, пусть даже дата не юбилейная. А сколько у нас исполняется театру, балетной труппе? Театру исполняется 58 лет, балетной труппе исполняется 51 год. В прошлом году мы праздновали 50-летие. Самый умудренный опытом коллектив у нас в театре – это оркестр. Оркестру исполняется 86 лет со дня рождения. Да, еще раз хочу сказать, это не юбилейные даты, но программы, которые мы будем представлять, они вполне созвучны большим юбилейным концертам. Если, точнее, те, кто из наших зрителей был у нас, например, на юбилейных концертах нашего оркестра, которые... Осенью вы имеете в виду, да? Осенью, да, потому что все-таки 85 лет, пусть и не самая крупная дата, но такой мини-юбилей. И поэтому этот мини-юбилей был отмечен несколькими концертами в течение года. И вот как раз на осень у нас пришлись 2 крупных концерта. Один был посвящен Дню музыки, а другой непосредственно был назван уже гала-концертом всего оркестрового юбилея. Так вот, те зрители, которые его видели, этот концерт, думаю, и те, которые приходили к нам на новогодние праздники, на новогодний концерт, я думаю, что они будут удовлетворены и даже приятно удивлены той программой, которую мы будем представлять сейчас. Поскольку... То есть я правильно понимаю, примерно в таком же ключе программа именно Дня рождения симфонического оркестра? Плюс-минус. Опять же, я постарался сделать таким образом, чтобы показать наш коллектив со всех сторон.
сторон. Юбилейный концерт был выдержан больше, ну, я не знаю, в таких, может быть, легких тонах для публики. Опять же, для оркестра это была очень серьезная работа, это нисколько не легче было, чем играть какую-то симфонию. Но в данном случае, знаю, что и публика хочет хорошей классики, поэтому у нас выдержана так программа концерта, чтобы в первом отделении показать чисто классические образцы, фрагменты из сюит, отдельные оркестровые произведения. А второе отделение у нас построено из попурри к мюзиклам, Музыка к фильмам, может музыка быть? к кинофильмам, какая-то популярная музыка. Ну, хорошо, хотя бы парочку примеров вот приведите, что будет исполняться, вот как-то заинтересовать зрителей наших. Ну, в первом отделении у нас будут исполняться фрагменты из «Сна в летнюю ночь» Мендельсона, будет исполняться увертюра из Керца, будет исполняться венгерский марш Берлиоза из «Осуждения Фауста», из первой оркестровой сюиты Чайковского «Интермеццо». Хотелось бы, конечно, всю сюиту, но в формате данного концерта это невозможно. Будет исполняться в классическом отделении «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. Во втором отделении это будет и музыка кинофильма «Дети капитана Гранта», и мюзикл «Чикаго». Причем это будет прекрасная оркестровка. Будет исполняться оркестровка тоже попурри на тему мюзикла «Моя прекрасная леди» Лоу, учитывая, что на сам мюзикл очень жесткие авторские права, по крайней мере, вот в такой вольной фантазии зритель будет иметь возможность к этой музыке вновь прикоснуться. В любом случае, все, что мы будем исполнять, это будет очень ярко и очень интересно. Ярко и интересно, это значит, что оркестр не только будет играть, да, но, насколько я вот помню, в Новый год что-то там и подпевали, чуть ли не в пляс пошли. Насколько это уместно, по-вашему, и интересно, и на какую публику это рассчитано? Я считаю, что это уместно и интересно. Хотелось бы быть новатором в этом. Мы не новаторы в этом. Мы открываем то, что уже открыто, и мы лишь предоставляем возможность публике это увидеть. Поскольку давным-давно это практикуют ведущие мировые оркестры. Венские, берлинские и так далее. У нас был яркий момент, я думаю, что это тоже было откровение, когда был юбилей виртуозов Москвы, который транслировался по центральному каналу, и они исполняли пустячок Андерсона, который мы исполняли вот на наших юбилейных концертах. Они также в определенный момент запели, это также понравилось всему залу, хотя понятно, что в зале сидели люди, которые знают эту музыку, знают эту традицию, но просто не все эту традицию выполняют, кто-то просто играет музыку без пения. А наш оркестр, наши музыканты, как это воспринимают? Ну, если честно. Вот. Как любой коллектив, вначале это воспринимается очень скованно, потому что люди, понимаете, они никогда не пели, никогда не двигались, никогда не танцевали. Тем более, большей частью они вообще сидят в яме, и их не видно. Их не видно. А здесь мало того, что их вытащили на сцену, их показывают публике, это определенное дополнительное напряжение. Тут вдруг им надо спеть, и оказывается, что какие-то наши внутренние взрослые комплексы, они нам мешают это сделать. А потом, когда еще оказывается, что надо станцевать... Танцевать тоже будут? Ну, нет, сейчас мы танцевать не будем. Похулиганить мы немножко похулиганим. Тут тоже такой есть момент. Нельзя постоянно кормить одним и тем же блюдом. Оно приедается и становится неинтересным. Поэтому, конечно, будет место похулиганить, но все-таки эта программа будет несколько иная, чуть-чуть отличаться от предыдущей, но также она у нас пойдет с определенным видеорядом. Будет просто та музыка, которую хочется слушать, и та музыка, которая привлечет, я уверен, не только того зрителя, который к нам регулярно ходит, но и того зрителя, который придет первый раз. По крайней мере, так было после наших юбилейных концертов и после нашего новогоднего концерта.
ко мне, к музыкантам из оркестра подходили люди и говорили, что мы первый раз здесь, но мы хотим прийти еще, мы не знали, что это настолько может быть интересно. Хорошо, на оперном концерте оркестр у нас что будет представлять, что там будет интересного? Оперный концерт в данном случае я выстроил по принципу больших оперных концертов, где мы покажем чистую классику оперную. Опять же, я подобрал это с таким учетом, чтобы это были и знакомые какие-то произведения для слушателя, либо, если что-то будет новое, что зритель сможет для себя открыть, чтобы это было легко воспринимаемое. Конечно, может, есть какие-то вещи посложнее, но вот в ряду этого концерта, в ряду большого концерта, где будет чередоваться более легкая музыка, более сложно, это будет, так сказать, ровно в меру. Это будет, по примеру, оперетта «Гала», вот как в прошлом, то есть когда из одного номера другой вытекает? Нет, это будет по примеру «Гала» на Михайловском фестивале. Здесь это отдельные яркие оперные номера, оперные классики и русской, и зарубежной. И, конечно же, мы представим музыку Чувашии. Так получилось, что вот были празднования юбилея Яковлева, и, естественно, мы вспомнили оперу «Иван Яковлев», взяли фрагмент из нее, исполняли на том правительственном концерте, который проходил у нас в театре. Понятно, что у нас на сегодняшний день не хватает ресурсов у солистов, чтобы эту оперу возобновить. Но вот фрагмент мы нашли, показали публике, и эта музыка, она актуальна, она жива сегодня. А вообще, Сергей Яковлевич, ну вы же, так сказать, приехали в Чувашию там, примерно год назад, и, наверное, с чувашской музыкой не были вот так плотно знакомы с чувашскими композиторами. Насколько, по-вашему, то есть насколько вы уже глубоко познакомились, насколько вообще, по-вашему, музыка этих композиторов интересна? Впрочем, как я не был знаком и с композиторами Мордовии когда-то, и с композиторами Республики Коми, для меня это не новость работать с национальной музыкой. Должно быть особое отношение, когда ты подходишь к этой музыке. Тем более, когда я человек, который приехал извне, вот моя задача, когда я с этой музыкой работаю, найти и показать зрителю, слушателю вот ту самобытность, которая в этой музыке заложена, которую, может быть, даже не всегда слышно, когда ты с этой музыкой сталкиваешься каждый день. А для меня в этой музыке есть очень многое нового. И, естественно, вот это новое я открываю для себя, и я делюсь этими открытиями со зрителем, надеюсь, что им это нравится. Да, собственно, вот отзывы показывают, что это так. Ведь был фестиваль чувашской музыки, где мы показали, мало того, что весь репертуар, который идет у нас. Был еще и гала-концерт. Да, был еще и гала-концерт. И этот гала-концерт я построил таким образом, чтобы с одной стороны показать ретроспективу чувашской музыки, становления от каких-то первых образцов профессиональных до сегодняшнего дня. Мы исполняли фрагментарно, ну как фрагментарно, мы исполняли большие произведения, там поменьше, там опять же в условиях одного гала-концерта мы не могли дать всю симфонию, ну допустим, две части симфонии наиболее поэтичные и наиболее яркие. Хотя я должен сказать, что я уже заложил исполнение симфонии на будущий сезон. В другом регионе. Даже в другом регионе, так чтобы знали, что есть такая прекрасная музыка, и что, я считаю, она незаслуженно неизвестная. Я хочу это показать людям, потому что для меня это было открытие. Но вот по этому концерту я еще его так построил, чтобы сделать максимальное количество открытий для самого себя, чтобы вот увидеть эти законы развития музыки, чтобы понять, как это все строится, какое это имело развитие, и чтобы максимально погрузиться. И я думаю, что так, немножко я этой цели достиг. Почему немножко? Потому что чем больше я узнаю, тем меньше я знаю. Хорошо, Сергей Яковлевич, если, скажем так, двигаться дальше,
пройдут дни рождения, да? Дальше у нас июнь, и, я так понимаю, фестиваль оперетты нам ждать? Обязательно. Но до фестиваля оперетты у нас еще одна постановка. У нас премьера оперы «Ожидание» Таривердиева. Это будет в начале июня. Это одноактная моноопера, поэтому премьера будет в первом отделении, во втором отделении пойдет «Кармен Сюита», которая тоже не так часто у нас исполняется. И вот сейчас мы ее возобновили именно с оркестром, не под фонограмму, а играет живой оркестр, поэтому, конечно, То есть стоит сейчас слышать. уже репетиции идут, разучивание, да? Пока что только работа идет в классе, пока работа с солисткой, а с оркестром это уже ближе туда будет работа. Декорации, костюмы, это все тоже готовится? Об этом я умолчу, нет, это не совсем концертный вариант. Значит, в данном случае это все будет зависеть от фантазии постановщика. Кто постановщик у нас? Давайте вот пока эту тему я не буду раскрывать. Хотя, кто постановщик, могу сказать, у нас постановщик Салимбаев. А все, что касается того, как это будет воплощено, я думаю, что пока мы это оставим несколько в тайне, да, поскольку все-таки моноопера — это достаточно специфический материал. Надо Насколько понимать, я знаю, что... по-моему, у нас ничего подобного не ставилось. Нет, ничего не ставилось. Моноопера — это, ведь, будем говорить так, это ответственность фактически одного солиста или одной солистки. И понятно, что очень многое зависит от того, кто находится на сцене, от того, как этот человек воплощает материал. А почему решили вообще обратиться к моноопере? Очень сложно отвечать на подобные вопросы. Идей-то много, идей более чем можно воплотить. Почему именно моноопера? В данном случае я увидел, что этот материал подходит вполне конкретной солистке. Я думаю, что впоследствии, конечно, у нас еще в этот материал будут вводиться и иные солистки. Ну вот сейчас в данном случае это даже вопрос как бы развития, это относится к развитию труппы, поскольку только что у нас был Дон Паскуале опера, она была направлена на одних исполнителей из нашего состава. В будущем у нас планируется Чио-сан. Там это в следующем сезоне? Это в следующем сезоне. Но там другие солисты? Да, там все-таки упор на других солистов. В основном, конечно, это касается женского состава, потому что мужчины, так или иначе, мужчин всегда нехватка в опере. Вот. И я ведь еще, как руководитель, я должен смотреть, чтобы у меня каждый из солистов имел свое развитие. И подбирать материал таким образом, чтобы как можно более выгодно показать солиста. Так За этим возникло... вы тоже стараетесь следить. Это моя задача. Вот таким образом возникла идея этой монооперы, тем более, что мне приходилось ее ставить, дирижировать. Совершенно потрясающая музыка. Ну, одна фамилия автора, Микола Таривердиева, она говорит сама за себя. Это ведь автор хитовых мелодий, музыки к кинофильмам, и он не менее интересен в более серьезных жанрах. Он такой же по языку, он очень доступный, он очень понятный, потому что мы там узнаем все его интонации. Наверное, более таким рискованным и смелым шагом было бы поставить не Таривердиева, а, скажем, Минотти или Пуленко. Вот это вот сложнее было бы воспринимать эти монооперы зрителю. Хорошо, Сергей Яковлевич, ну вот мы встречались с вами в конце прошлого лета, я помню, примерно в августе, и мы говорили о том, что у нас будет ставиться новый балет, практически с нуля, можно сказать, то есть будет писаться музыка, то есть и так далее, и так далее. Вот почти год прошел, ну пускай не год, но достаточно времени. На какой стадии, скажем так, работа над вот этим новым балетом? В настоящий момент пишется музыка, мы встречаемся с композитором, говорим ему свои пожелания какие-то.
там что-то вместе с ним фантазируем, иногда приходится даже что-то напевать. Ну, понятно, что музыка будет его, но в плане каких-то форм, которые нужны для балета, ведь балетная музыка – это достаточно специфическое дело. И великие композиторы прошлого, да, они не чурались работать с дирижерами и с балетмейстерами, с постановщиками для написания балетной музыки, и это выходило гениально. Чайковский не писал просто умозрительно, у него абсолютно четко написанные формы, прописаны танцевальные формы в музыке. То, что удобно танцевать, там есть и адажио, там и вариации, и коды, и мизансценические какие-то моменты, и, так сказать, общие танцы, там, кардебалет. Все это в музыке прописано, и все это читаемо. К сожалению, сейчас немножко ушла вот эта вот традиция совместных написаний. И очень часто хорошие композиторы приносят хорошую музыку. Они ее увидели, они решили, что это балет, но там нет ни одной балетной формы. Нельзя То есть поставить это сложно? Поставить это практически невозможно. То есть возможно, но это будет не балет, а это будет, ну, можно это назвать современным балетом. Но все-таки современный балет, он должен базироваться на каких-то классических формах. А вообще можно сказать, что вот балет Аттила, он будет, скажем так, там будут классические па, хореография сама По такая, крайней мере, Пятипа. ну не в духе Пятипа, все-таки постановщик другой. По крайней мере, мы сейчас с Даниилом Салимбаевым очень, так сказать, активно сотрудничаем с композитором именно для того, чтобы было возможно простроить все эти адажио, какие-то вариации, сольные фрагменты, дуэтные. А вообще сам сюжет, он уже как-то вот прописан, то есть сюжет все уже известно? Да, сюжет прописан. Даниил работал над сюжетом, поскольку он постановщик, балетмейстер. Естественно, он должен был в первую очередь позаботиться о либретто, да, позаботиться вообще о том, что он хочет, что он видит, о всей концепции, потом уже прописать это как либретто. Хотя, будем говорить так, что либретто продолжает кристаллизоваться в момент написания музыки. Потому что вдруг возникает какой-то фрагмент, который не совсем вписывается в сегодняшнюю концепцию, но музыка интересна, и возникает идея, что бы эта музыка могла означать, чему она могла бы принадлежать в этом балете, и как эту музыку можно использовать. Поэтому, естественно, меняется немножко и либретто. Но вот это, я считаю, это правильное создание балета, когда все происходит таким образом. Хорошо, Сергей Яковлевич, возвращаясь все-таки к основной теме нашей с вами беседы, я поздравляю вас с днем рождения театра, с днем рождения оркестра и балетной труппы. Немножко в другом порядке, только сначала оркестра, потом балета и потом уже театра. То есть у нас все так вот. Да, хорошо, ну вам виднее, конечно. Вот, успехов вам, вашему коллективу. А я со своей стороны благодарю вас за приглашение и хочу пригласить и вас, и всех наших зрителей прийти к нам на день рождения и отпраздновать наш день рождения вместе с нами. Надеюсь, что мы приготовим для нашего зрителя, точнее даже уверен, самые лучшие музыкальные подарки.